65-я итоговая научная сессия Абхазского института гуманитарных исследований посвящена столетию со дня рождения известного абхазского этнографа Лили Акаба. Открывая конференцию, директор Абиги Ардашуба отметил, что имя Лили Хуршитовны золотыми буквами вписано в историю института. Лара أخلركيت يحيخدو أبسو كولتورا أتزرجرا أتزعرالة أكم كوي بام كوي تجد شخوا ورت يرحود يخجي وجي أرجخوا. Видный этнограф, кандидат исторических наук Лили Хуршитовна Акаба в девичестве Шамба родилась 12 мая 1921 года в Гагре. После окончания школы будущий этнограф поступила в МГУ на исторический факультет. Начало учебы пришлось на тяжелый период – Великую Отечественную войну. Уже после ее завершения Лили Акаба поступила в аспирантуру при Институте этнографии Академии наук СССР. Научным руководителем ее являлся видный ученый, крупнейший представитель советской этнографической школы Марк Осипович Косвин, в то время возглавлявший сектор Кавказа в Институте этнографии Академии наук СССР. В 1951 году Лили Хуршитовна успешно защитила диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук по теме Абхазы Ачимчирского района. Опыт этнографического исследования культуры и быта колхозников. В 1954 году Акаба начинает работать в Абхазском институте языка, литературы и истории, вначале в должности младшего, а затем старшего научного сотрудника. Начало научной деятельности Лили Акаба, как рассказывает Нала Касландзе, пришлось на 50-е годы. Этнограф стала ярким представителем плеяды абхазских ученых, которые работали в Абиги после его основателей. Отметим тот факт, что молодой исследовательнице довелось работать с Шалвой Денисовичем Иналыпа, Царбием Николаевичем Бжания, Иваном Андреевичем Аджинджел. Непосредственный контакт и общение с этими блистательными учеными, неординарными личностями, настоящими энтузиастами и подвижниками научного этнографического знания не могли не оказать благотворного влияния на формирование научных интересов и исследовательского таланта Лили Хуршитовны Акаба. Кандидат филологических наук Церагабни отметила, что в нашей стране есть не только золотой состав парламента, но и аналогичный научный состав, к которому, безусловно, причислена Лили Акаба. Лили Хуршитовна Акаба первая записала абхазский миф о сотворении Земли. Многие, к сожалению, абхазские ученые сегодня считают, что у нас этого мифа нет. А вот Лили Хуршитовна в свое время, в своей работе об этом писала. Многие ученые до сих пор думают, что у абхазов нет таких мифов. А для изучения этногенеза данный миф имеет неоспоримое значение. Он является одним из самых древних артефактов, указывающих на глубинные истоки философской мысли наших предков. В работе научной сессии приняли участие сын и дочь Лили Акаба, Георгий и Нателла Акаба. В своей речи председатель Ассоциации женщин Абхазии поблагодарила научный мир страны за организацию юбилейной сессии и представление докладов о жизни и творчестве ее матери. Ну, как вы знаете, она занималась этнографией абхазов, и ее работы многие были посвящены ачимчирским абхазам, потому что сама она была все-таки родом из Тхины. В 1954 году, когда не стало Берия и Сталина, многие абхазы стали возвращаться в Абхазию, и мы тоже вернулись в 1954 году, поселились в Сухуми, и мама стала работать в Абни. 65-я итоговая научная сессия, посвященная столетию Лили Акаба, продолжает свою работу. Ежедневно до 9 апреля ученые, этнографы и филологи будут представлять свои научные доклады в конференц-зале Абиги. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.